Ручка, карандаш сегодня являются предметами обыденными, однако в то же время сегодня нередко на столе видных деятелей культуры, общественных деятелей можно видеть предметы для письма, которые представляют собой действительно произведение искусства. И так было во все времена. Письменные принадлежности, приборы зачастую становились прекрасным подарком, статусным объектом, который свидетельствовал об уровне, о достатке, об амбициях ее владельца. В данном случае мало что меняется на протяжении столетий, и письменные принадлежности остаются таким знаковым брендовым объектом. На выставке представлены очень интересные, яркие артефакты, которые многое могут рассказать о развитии цивилизаций. На выставке можно видеть предметы, изготовленные из драгоценных металлов. Иногда можно видеть драгоценные камни, эмали, использование ценных пород дерева, кости. Зачастую все это лишь добавляет ценности к уже визуально крайне привлекательным объектам. Владимир Алексеевич, как часто вам приходилось сталкиваться с подобными примерами письменности на пространстве Беларуси? И как вы считаете, всегда ли на наших землях существовала прослойка людей, пользующихся такими столь дорогими и привлекательными, действительно прекрасными предметами для письма? Вообще я вам хочу сказать, что письменный прибор, письменные предметы, они всегда во все времена привлекали людей. Даже в то время писала старались как-то сделать им действительно предметом какого-то искусства, предметом красоты. И вырезали, и орнамент делали, хотя они совершенно похожи на иголочки, тоненькие, но удавалось. Поэтому эстетика всегда была важна в этих приборах. Но начиная с середины 19 века и ближе к концу 19-го, начала 20 века, тут вообще происходит такой бум в изготовлении предметов письма. И именно здесь привлекаются известные ювелиры, известные художники, понимаете, и многие предметы становятся такими предметами произведения искусства. А по вашим наблюдениям, действительно, целый ряд известных художников работал над изготовлением письменных приборов, тех же перьевых ручек, в частности. По вашему мнению, это было, скажем так, предложением сформировано, то есть сами художники искали возможность себя реализовать через изготовление предметов письма, либо по большей части это было именно заказом потенциальных пользователей? Да, я вам хочу сказать, что это было требование того времени. Понимаете, ведь действительно люди тянулись к прекрасному, и хороший письменный прибор, красивая уникальная ручка, это было показания предметом достатка хозяина, предметом его, можно сказать, каких-то вкуса. Поэтому люди стремились, и не только богатые, и менее богатые, стремились иметь что-то такое красивое, что показывало статус хозяина. Ведь и то, что ты грамотный, умеешь писать, это тоже имело большое значение. И как ты умеешь писать, какой у тебя почерк. И поэтому именно предмет письма, он действительно должен был красивым. И поэтому здесь уже так сложились эти обстоятельства, как говорят, звезды сошлись, что и начали привлекаться и художники, и известные ювелиры, и у них даже соревнования какие-то начались между собой, да, где-то, наверное, друг у друга что-то подсматривали, подглядывали, но каждый предмет он вроде и похож на другой, но он был индивидуален. В этой связи, наверное, есть смысл также уточнить у вас и функциональные особенности. Дело в том, что ни для кого не секрет, использование, например, драгоценных металлов, оно обусловлено не только какими-то статусными либо декоративными функциями, но и именно функциональными. Как известно, золото, серебро, сегодня платина также активно используются для изготовления письменных приборов не только потому, что это красиво либо дорого, но еще и потому, что это функционально. Эти металлы не окисляются, хорошо хранятся, очень неплохо по ним скользит, назовем так, чернила, спускается на бумагу. Из ваших наблюдений, что здесь важнее, функционал либо декор? Нет, я вам даже скажу, что именно декор. Потому что здесь можно поспорить насчет функциональности драгметаллов.
это не скажу, что это слишком функционально. Ведь серебро тоже окисляется, золото нет. Но золото и серебро это довольно мягкие материалы. Поэтому стальные перья намного и качественно, если изготовлены хорошей фирмой по высоким технологиям. Опять же, те же декоративные камни или кость, да, кость функциональна, особенно для изготовления там ножей, для бумаг, там, для каких-то еще предметов, но она все равно дорогая, ее можно, эту кость заменить, проблем нет, поэтому все-таки вот эти все дорогие материалы, которые используются, это все-таки для показания статусности хозяина, для действительно какого-то увеличения стоимости, показной роскоши, ну, именно для красоты. Ну что ж, я уверен, так было всегда, так остается и сегодня. Действительно, очень многие известные люди нашего мира, нашего времени сегодня стараются каким-то образом подтвердить еще и свой статус наличием вот подобных письменных приборов. Зачастую в кабинетах на видном месте на столе лежит очень дорогая, например, ручка, нож для бумаги, либо иные предметы, которые не всегда даже используются этими людьми, но они являются символами, образами. Но я хочу вам сказать, что сейчас, несмотря вот на это, действительно, многие знаменитые фирмы, и Монбланк, и Паркер, Дюпон, они изготавливают такие статусные вещи из драгметаллов, но чем это отличается от более раннего периода? Ну, они делают какую-то партию, пусть и небольшую, но это все-таки партия. А если вы посмотрите на старинные предметы письменные, да, найти два одинаковых очень тяжело, поэтому даже вот какой-то ювелир или мастер, он старался следующий предмет, он мог быть очень похожим. Вот посмотрите, здесь вот знаменитая русская перегородчатая эмаль, серебро и эмали. Вроде бы, на первый взгляд, почти все одинаковое, да? Но каждая имеет свой неповторимый вид, свой узор, свой рисунок. Вот видите, они очень многие похожи, но разный цвет, расположение эмали, различный рисунок. Да, стиль один, но все это разное, поэтому и здесь именно такой уникальность и придает вот именно это, то, что здесь нет как бы партии. Совершенно точно. Есть... По сути, перед нами уникальные предметы, и есть коллекционеры, которые, я знаю, в мире специализируются на собирании именно вот подобных артефактов, именно, например, письменных приборов из драгметаллов, либо, например, с использованием эмалей, произведенных. Для нас крайне важно, что это также представлено в вашей коллекции, и сегодня можно видеть на выставке. Предлагаю немножко познакомиться с предметами. Да, ну вот здесь, в этой витрине, здесь именно показаны вещи из серебра, позолота и перегородчатые эмали. И как видели это исполнение именно русские ювелиры. Но если вот видите, внизу здесь карандаши, в основном это был футляр, и карандаш в таком чехольчике, вот он как ручка вынимался. Да, я думаю, для большинства посетителей выставки даже не совсем понятно поначалу, что перед нами именно карандаши. То есть вот нижний ряд предметов это именно карандаши с колпачками. Да. И самое интересное, что эта уже форма была известна во всем мире, и в таких вариантах карандаши изготавливалось очень много, не только из как говорится, каких-то ювелирных металлов драгоценных, но и из обычного металла, поэтому такие карандаши были удобны, они могли быть и на цепочке, чтобы пристегивалось или к ремню, или просто ложились в карман, они были удобны, ими было удобно писать, плоские, специальные фирмы Faber, Carnot, Штадлер, они делали специальные карандаши плоские, это было очень удобно, можно его было положить, и плюс действительно, если это какие-то ювелирные изделия, то было очень шикарно достать и сделать какую-то запись таким предметом. По сути, перед нами, если прямо говорить, чехлы для карандашей, да, вот на самом деле карандаш, естественно, он стачивался, мог быть заменен, и вот данные футляры, красиво декорированные, могли служить долгие годы. Да, и они могли использоваться удивительно даже для других различных целей. У меня есть здесь вот в коллекции один такой карандаш, да, футляр для карандаша, но самое интересное, что уже в советское время
вместо карандаша туда вставили пилку для ногтей. И какая-то дама или девушка пользовалась этим, поэтому он, можно сказать, многофункциональный. А перьевые ручки, вот они также, опять же, в таких же эмалях, в них вставлялось перо, делался специальный стандарт под перо, чтобы оно туда вставлялось. И, ну, ручку уже она могла быть на столе где-то. Ее уже с собой, в отличие от этого компактного карандаша, уже носить было и неудобно, и, можно сказать, невозможно. Ну, мы видим, на самом деле, на карандашах всюду есть ушки для цепочек, либо какое-то крепление, чтобы можно было подвесную и использовать. Также, опять же, начиная где-то вот с конца, середины 19-го, ближе к концу, как я говорил, что получила популярность такие наборы письменные. Вот вы здесь можете даже их видеть. Есть, вот, допустим, ручка-карандаш, тут есть ручка-карандаш, нож для бумаг, печати изготавливались тоже. Поэтому они в коробочке в такой, конечно, использовались. Можно было, конечно, это и как дорожный вариант брать, но в основном это, конечно, использовалось для домашнего употребления. И вот самое интересное, здесь хотелось показать сравнение, вот, допустим, российскую моду и французскую, хотя французская мода также была популярна и в Европе, и в России тоже, и как бы таки был спор. И вот, допустим, можно заметить, как французское ювелирное искусство в письменных приборах отличалось от русского. И вот видите, здесь представлен уникальный карандаш, также золото, эмали, и это вот здесь лилии, это символ французских королей. Королевская власть, ручка, карандаш принадлежал, и цвета, да, карандаш, конечно, принадлежал какой-то очень знаковой особе. Ну, не могу сказать, чей он, нет здесь истории, но посмотрите, действительно, какой он изящный, какой красивый. Тонкая работа тончайшая, да, здесь на горячую эмаль, золотая инкрустация в виде лилий, ну, просто шедевр ювелирного искусства, поэтому таким даже, я бы сказал, очень жалко писать, потому что, ну, и видно, что, наверное, владелец, да, жалел этот карандаш, потому что следов употребления, они есть, конечно, но видно, что немного, не вытерт абсолютно, да, совершенно, практически, хорошо сохранился. Практически. Вот здесь представлено несколько письменных, несколько чернильниц. Вот видите, опять же эмаль, но она значительно отличается от русской перегородчатой эмали. Хотя это тоже очень красиво. Здесь и полудрагоценные камни, и опять же, видно, что художник высокого класса поработал. Здесь вот, допустим, представлены, видите, опять же, эмаль, но это уже стиль Гелеше. В этом стиле работал знаменитый Фаберже, и потом многие, я бы не сказал бы даже подражатели, тут неизвестно, кто этот стиль изобрел. Поэтому многие известные ювелиры работали. Смотрите, какая тонкая работа, да, это здесь вот представлена такая миниатюрная и закладка, и в то же время она могла использоваться как нож для бумаг и печать. Вот карандаш, а это вот такой уникальный, такой дамский красивый набор. Поэтому, понимаете, вот действительно берешь вот эту вещь в руки и совершенно начинаешь ощущать себя в другой эпохе. Ну, предметы абсолютно изящные, можно говорить, что над ними работали действительно профессионалы очень высокого уровня, они очень тонкие по работе, по искусству исполнения. Видны дорогие материалы, использованные при производстве. Мы видим драгоценные металлы, в первую очередь серебро, которое чаще даже, чем золото, конечно, использовалось. Конечно, карельская береза, слоновая кость, перламутр. Да, но вот я бы еще хотел сказать, да, вот, особенно уникальная вещь, вот это вот золото-перламутр. Да. Потому что действительно сделать из перламутра такой вот, можно сказать, рукоятку ручки, это ну просто уникальная. Она, конечно, довольно хрупкая, с ней надо довольно аккуратно относиться. Но, видите, но насколько это красиво, насколько это сочетается. А вот еще с добавлением рубинов это совершенно восприятие. Я говорю, что этими, хотя видно, что предметами пользовались, да, пусть может часто, не часто, но действительно вот
владельцы, наверное, были счастливы и рады иметь такой вот предмет, аксессуар у себя. И поэтому считалось правилом очень хорошего тона, если ты мог позволить подарить подарок. И люди такой подарок принимали, ну, можно сказать, с такой благодарностью, с удовлетворением. Ну, действительно, и сегодня ручка, например, перьевая ручка, остается хорошим подарком. Эта традиция имеет уже несколько веков истории. Мы знаем такие примеры, когда несколько столетий назад известные люди, очень высокопоставленные друг другу в качестве подарка, подносили именно письменный прибор, либо письменные предметы. И уверен, иметь подобные предметы в своей, даже не коллекции, просто в своем распоряжении было честью для многих самых именитых владельцев мира. Конечно. И еще хотелось бы сказать, что вот по даже письменным приборам самое удивительное, можно не только изучать историю письменности, а вообще историю, любую историю, вот даже, допустим, историю искусства. Вот, к примеру, вот видите, этот прибор перламутровый, да, смотрите, в какой набор, вернее, в какой он технике сделан. Это все сделано из перламутра. Плюс была резьба. Вся эта вот рисунок — это резьба. И он заполнялся темной краской, черной, специально сделанный, потом шлифовалось, получался такой уникальный рисунок. Это вот даже историю вот какого-то искусства можно изучать по письменным приборам. Вот вы видите здесь, да, серебряные ручки, карандаши, и вот вроде бы они похожи, да, но каждая имеет свое отличие, каждая имеет свой какой-то уникальный рисунок. И вот на многих из них есть монограммы, есть дарственные надписи. Вот и опять же, это к тому, что я говорю, что даже по таким вот нюансам можно изучать именно историю. А чья это была ручка, чей это был предмет, а кто это был, а чем он занимался, и поэтому можно развивать свое исследование. Но опять же, если мы увидим, вот, да, где-то виден какой-то испанский стиль, где-то итальянский, где-то русский, понимаете, и вот сам предмет, но он выражал какой-то, может быть, символизм, он выражал чувство ювелира, который это делал, понимаете, потому что, да, были предметы где-то и на заказ сделали, как хотел хозяин, но большей частью, конечно, ну, это уже была импровизация изготовителя. Из того, что я знаю, ювелиры в различных странах по большей части сочетали изготовление письменных приборов из драгоценных, например, металлов, в частности из серебра, это, наверное, самый популярный из драгметаллов материал, с изготовлением других ювелирных произведений. Однако были и художники-мастера, которые специализировались именно на предметах для письма. Готовили именно эти артефакты для дальнейшей продажи, на них специализировались, имели свой прайс, к ним регулярно обращались, причем из-за рубежа. В данном случае мы имеем действительно богатейшую коллекцию самых разных мастеров, из того, что можно судить, нескольких различных стран, по большей части Европы, правильно? Очень много русских людей ездило за границу. И оттуда также было, вот, допустим, свое, оно есть большей частью, а вот было интересно привезти что-то заграничное. Поэтому, и было модно иметь английское, французское, немецкое. Поэтому здесь можно сказать, что этими предметами и подобными им пользовались и у нас, на нынешних белорусских землях. Поэтому здесь идет такое вот смешение этих культур. Многие иностранцы, приезжавшие к нам, покупали здесь, везли туда, потому что многие вещи интересно смотришь, это наша вещь, но она в той же Испании, в той же Германии или Франции. Наверное, в качестве примера самое время вспомнить письменный прибор семьи Манюшка, как один из таких примеров, который показывает как раз, как деятели культуры, связанные с нашей территорией, с нашей землей, точно так же заказывали подобные предметы. Мы еще такие примеры неоднократно приведем, но вот полагаю, что... Да, конечно, уже немножко предвосхищая, я вам рассказал, что и действительно прибор Манюшка был в нем, возможно, он делался на заказ, потому что там и вензель Манюшка, и там вообще такой редкий для того времени тоже был материал, как черепаха использован. Да. Здесь вот вы видите, еще есть
каталожные страницы ювелирного дома братьев Марковых в Москве. И, как вы правильно сказали, что многие ювелиры делали не только письменные приборы, но и вообще большей частью наоборот. Ювелирные изделия, а письменные приборы были среди них все-таки. Почему они очень редкие? Потому что их было меньше всего все-таки. Здесь уникальный, так называемый, притиск для бумаг, ручка и вот уникальный русский серебряный письменный прибор. И самое, вот, что мной замечено, и европейские мастера, и русские мастера, вот именно вот этой лиры, вид на письменном приборе был очень популярен. Я даже не знаю, с чем это связано, с музыкой или еще с чем-то, но вот именно лира, а может быть, что на ней очень хорошо располагать. Совершенно верно. Ручки очень удобно. Крепление для ручек. Но сам вид, понимаете, и действительно красиво. Вдохновлял на творчество уже визуально. Совершенно верно, да. Мы действительно лиру очень часто видим.